Добрый вечер. Как всегда, в четверг вечером на Первом крымско-татарском ток-шоу «Перекресток». В декабре месяце мы подводим итоги некоторым тенденциям, которые происходили за год. А недавно, 9 декабря, состоялось 95 лет со дня, когда начал свою работу первый Курултай крымско-татарского народа. Естественно, не поговорить об этом на национальном съезде я не мог себе позволить. Поэтому я и предлагаю вам, уважаемые телезрители, сегодня вместе с моими гостями обсудить проблему нынешнего современного Курултая, а именно насколько современный Курултай справляется с теми функциями, которые на него были изначально возложены, то есть презентация наших с вами интересов, а также их отстаивание и защита. Естественно, проблем у нас много, но не будем обо всем сразу. А для начала, чтобы немножко настроиться на нашу беседу, я, как всегда, предлагаю вам посмотреть небольшой сюжет. Восстановление Курултая крымско-татарского народа в 1991 году было осуществлено с целью объединения всех интеллектуальных, духовных, экономических сил народа для скорейшего решения проблем, прежде всего возвращения на свою родину и восстановления его государственности. Основной задачей Курултая было названо определение путей решения национальных проблем и выборы постоянно действующего представительно-исполнительного органа Милли Меджлиса. На первой же сессии Курултая была принята декларация о национальном суверенитете крымско-татарского народа, провозгласившая Крым национальной территорией крымско-татарского народа, на которой только он обладает правом на самоопределение. На сессиях Курултая рассматривались наиболее важные вопросы жизнедеятельности крымско-татарского народа, проблемы возвращения и обустройства, восстановления правового статуса. В этом году завершает свою каденцию уже 5-й созыв Национального съезда. Между тем, в информационном поле мы слышим все больше критических оценок деятельности нынешнего Курултая. Эксперты и СМИ утверждают о формировании своеобразной оппозиции действующему Курултаю и Меджлису, состоящей из различных групп и организаций, критикующих Курултай за отсутствие решений, способствующих восстановлению прав крымско-татарского народа. Однако говорить о том, что сегодня в крымско-татарском национальном движении формируется альтернатива Курултаю, серьезных оснований нет. Итак, поговорить о том, в каких условиях действует современный Курултай, я пригласил в студию гостей, которые тесно связаны с нашим национальным движением, представляющие различные его сектора. И хочу вам их сразу же представить. У нас в гостях делегат Курултая крымско-татарского народа, представляющую известную организацию Лига крымско-татарских женщин Зарима Халикова. Рядом с ней председатель молодежной общественной организации Кардашлык Асан Эмир Сале. А слева от меня известный активист национального движения, член правления организации Койдышлер Шамиль Военный и председатель правления Совета старейшин крымско-татарского народа Намус, секретарь Совета представителей крымско-татарского народа при президенте Украины Тимур Челебиев. Хош келдіңіз, Сайгалы Мусафарлер. Рад, что вы нашли возможность, время и желание поделиться своими мыслями у нас в студии. И первый вопрос, Тимурбей, я бы задал вам. Скажите, пожалуйста, в сюжете прозвучало, что Курултай создавался для того, чтобы определять способы решения проблем, которые стоят перед нашей нацией, определять пути их решения, принимать важнейшие решения, которые помогли бы нам в первую очередь вернуться, обустроиться и восстановить свои права, свой правовой статус. Скажите, нынешний Курултай справляется с этой задачей, на ваш взгляд, или нет? Ну, в первую очередь, надо что сказать. Первое, какова наша основная задача нашего народа здесь у нас на родине, в Крыму? Это, естественно, наша государственность. К этому мы идем. Для нашей государственности требуется. Значит, на сегодняшний день, к сожалению, у нас опять-таки не принят самый основной. Это закон по депортированным народам, по нам. Мы здесь уже 20 лет. За 20 лет эта тема муссируется, эта тема будируется различными организациями, и критикующими, и которые говорят, предложения какие-то вносят, дельные предложения вносят. Но, к сожалению, закона на сегодняшний день нет. Опять-таки я повторюсь, что прошло 20 лет. И, к моему величайшему сожалению, сейчас в нашем обществе нету самого основного, нету единства.
А наша организация «Намус» очень этого хочет, очень стремится к этому. Сказать вам, что в начале этого года, весной, мы проявили инициативу, чтобы собрать все политические силы, привести их Вы в имеете в одно виду место. внутри крымско-татарского Внутри сообщества? крымско-татарского народа. Конечно, то, что касается нас. Чтобы привести, посадить их, вот как сейчас сидим в студии, там, за один стол, и чтобы пообщались, чтобы, каждый человек имеет свое мнение, имеет право на это мнение. Он может ошибаться. Может быть, с этим мнением кто-то не считать его ошибочным, но человек имеет свое мнение. И высказать он его тоже имеет право. И поэтому, когда мы хотели, чтобы собрались политические силы, пообщались, и можно сказать даже так, забыв старые обиды, мы мусульмане. У нас, по нашей религии, мы 3 дня можем обижаться друг на дольше, друга. да? Не больше. И мы должны, может быть, простить друг другу, пожать друг другу руки и, может быть, начать с чистого листа, потому что, я скажу так, у каждого эркездің мақсатында халық бар. Халық үшін эркез әрекет ете. Бүтін бұл сиясет группалар. Поэтому я хочу сказать, что, наверное, это и было бы правильно. К сожалению, амбиции часто побеждают. Здравый смысл, но да? хочу сказать, что мы все равно нашу эту тему мы не оставляем. Мы все равно будем опять-таки продолжать для того, чтобы всех наших политиков все равно объединить и привести к одному знаменателю. Уважаемые телезрители, я хочу напомнить, что мы, как всегда, проводим интерактивный опрос. В конце подведем итоги. Сегодня вам задается следующий вопрос. Считаете ли вы, что нынешний Курултай представляет и отстаивает интересы крымских татар? Если вы считаете, что да, то звоните по телефону 55 13 06. Если же вы считаете, что нет, 55 13 07. Как всегда, в конце программы мы подведем итог. Шамиль Бей, скажите, пожалуйста, Курултай создавался как площадка для объединения наших политических, духовных, различных сил, то есть лучших сил нашего народа для того, чтобы они сообща, принимая, где-то споря, может, ругаясь, но принимали те решения, которые для нашего народа несли бы благо, развитие и так далее. Сегодняшний состав Курултая является таковым, как он задумывался? Салам алейкум. Сагалы джамаат муслимин. Тема очень актуальная. И я, наверное, с этого бы начал. С благодарности всем делегатам Курултая, всех созывов. Только по одной теме я выражаю эту благодарность. То, что они не зарегистрированы. Для меня это очень большое значение имеет. То, что не зарегистрированы. Мы есть такие. Этот институт, избранный народом. Кому-то нравится. Особенно это не нравится нашим недругам. Теперь, задачи выполнили, не выполнили. Есть члены избранного Курултая. Они должны оценку сами себе дать. Но то, что этот институт у нас существует, это большой позитив. Хотят нас, не хотят, но мы должны быть такими. Коль затронута тема ислама, то я вам должен сказать, если 3 выходят в путь, они выбирают амира, выбирают повелителя. Даже в такой малозначительной ситуации мы не можем жить как животные. У нас должен быть свой институт человеческий, который аккумулирует хорошие вещи и который обязывает нас жить лучше. Поэтому Курултай нам необходим. А как он должен работать? Или же кто туда должен быть избран? Это мы сами властелины того. Поэтому я и призываю быть властелинами ситуации. Но, к сожалению, у нас что получается? Мы не в вакууме живем. И то определение коммунистов, значит, бытие определяет сознание, это у нас есть. Посмотрите на социум политический в Украине. Он влияние оказывает ли на нас? Да, оказывает. И негатив к нам просачивается. У нас отсутствует иногда веками накопленный институт порядочности. Он теряется. То, что мы видим, мы аккумулируем и это выплескиваем. Это очень плохо. У нас не сохранилось этикета национального, который мы
всегда гордились. Вот, к сожалению, вот отсутствие это ведет к деморализации. Мораль уходит, которая вот после депортации наши старшие братья очень хорошо вознесли его, и мы вернулись в Крым. Я вот среди них вырос, я хорошо знаю, как они альтруистически это в народ вселяли. Вот эта вот справедливость, она всегда среди нас была. Очень джемат, я очень просил бы, чтобы вот этот вот институт мы не растеряли. Были ответственные к нему, критиковали его, но критиковали так, чтобы аушашан папе кибиколмаях. Иногда мы очень смешны выглядим. Нас оппозиция так не забивает, мы когда забиваем самих себя. Это очень неприятно смотреть. В 60-е годы это очень деликатно делалось. Но до такой стадии, вот что мы сейчас видим, это страшно. Поэтому я просил бы вот отходить от такого. Хорошо, Шамиль-бей. Асан, скажите, пожалуйста, все-таки нынешний Курултай, я имею в виду нынешний состав, 5-й созыв Курултая, справляется с теми задачами, которые на него возложены? Если да, почему? Если нет, почему? На ваш взгляд. Вообще, на мой взгляд, как бы любая система, она должна быть очень гибкая и чутко реагировать на любые изменения. Это везде, это и в биологии, и в любой другой системе. Если как-то она зачерствела, какой-нибудь застой, то она не может существовать, она или разрушится, или потеряет актуальность. Обязательно нужна ротация кадров, обязательно нужен какой-нибудь обмен и обновление, обязательно нужно конструктивно воспринимать критику и стремиться к лучшему. Стремиться к лучшему можно бесконечно, но когда нету этого стремления, дело пропало. Что касается того, насколько вот выполняет свою задачу, мне кажется, что многие делегаты делают все возможное для того, чтобы выполняла, но далеко не все люди, которые достойны быть этими делегатами, действительно представляют этот народ. И мы хотим, как бы, та цель, общая миссия, которая стоит за Курултаем, всестороннее возрождение народа. Можно как бы вот так охарактеризовать, сразу охватив все, что мы хотим добиться. А для этого нам одних политиков мало. Конечно, любое действие публичное – это уже своего рода политика. Обязательно должны быть представители гражданского общества в очень большом как бы секторе, в большой численности. Может быть, наше крымское гражданское общество не так еще созрело, но пройдет год-два, а делегаты избираются на 5 лет. Если сейчас мы, вот посмотрите, 50 только человек от общественных организаций. Это, на мой взгляд, очень мало. Пусть, может быть, на сегодняшний день эти 50 достойных можно найти, но в следующем году достойных будет 150. И каким образом самые прогрессивные идеи... Я понял, Асан, вы говорите как раз о проблеме, которая на последней сессии активно обсуждалась, соотношение тех, кто избирается по мажоритарной как бы системе, и от общественных организаций. Я не буду нисколько вникать, я единственное как бы хотел добавить, что членам, представительным организациям не запрещается избираться как мажоритарщику, то есть, ну, хотя это, конечно, ваше мнение. Я вот вопрос какой хочу задать. Все-таки вот критика, которая сегодня активно звучит в адрес Курултая и других органов национального самоуправления, насколько, на ваш взгляд, она содержательна, реальна и по существу, скажем так? Очень редко. Можно сказать, что очень редко, потому что основными источниками критики являются обладатели каких-нибудь политических амбиций, поэтому всерьез к этому относиться не стоит. Ну, например, вот из того, что вы слышали, вот хотя бы за последний год, с чем бы вы согласились, то есть что бы вы поддержали? Независимо от того, кто как бы эту критику как бы произносил, скажем так. Но я бы в определенной степени согласился с застоем. Это не касается каких-нибудь лидеров народа, это касается общей массы делегатов. И, конечно, полностью отсутствует нормальная координация между ними. Застой вы имеете в виду бессменность делегатов? И бессменность, и застой в целях, в планах, в действиях, в изменениях, к которым они стремятся. Можно, наверное, перечислять все области их возможной деятельности, и везде мы будем наблюдать. А, например, хорошо, с другой стороны, с чем бы вы категорично не согласились из того, что критики Курултая как бы доносят до наших соотечественников?
Ну, то, что Курултай не нужен, это абсолютная глупость. Он обязательно нужен, и его нужно поддерживать и помочь ему эволюционировать. Это как бы не дело определенной группы людей, это дело всего народа. И когда народ стоит в стороне и требует от этих людей полностью совершения всех благ, это тоже неправильно. Нужно, если человек способен оформиться во что-нибудь конструктивное, пусть он себя предлагает, и не в этот раз, так следующий, он обязательно сможет повлиять на ситуацию. Ну, вы Только опять таким приходите способом, к проблеме все-таки такого активного гражданского общества, да, то есть где каждый из наших соотечественников фактически это участник национального движения, да, то есть человек, который предлагает себя, делает что-то, не дожидаясь там каких-то команд и так далее. Зарима Ханум, вы, в принципе, делегат Курултая, вы видите ситуацию изнутри. В какой-то кто-то скажет, у вас, возможно, какое-то зашоренное мнение в данном случае. Возможно, это не совсем так. Скажите, действительно ли, вот как Асан видит, в Курултае есть определенный застой? Вот в его действиях, решениях, как бы не поспеваем за временем. Так получается? Ну, в этом вопросе я, в принципе, согласна с Асаном. Есть застой, но не в самом Курултае, а в части делегатов. У части делегатов нету, наверное, до конца понимания того, зачем они есть. Нету ответственности, они не несут ответственность. Хотя, в принципе, каким образом они могут нести ответственность, если у нас до сих пор нету положения о Курултае, да? Над которым мы уже работаем 5 лет, и его до сих пор нет. То есть вы считаете, что если принять положение о Курултае, ситуация как-то сдвинется? Конечно, должен быть. В любой работе должен быть регламент. Должны быть четкие инструкции. Каждый должен знать, что он должен делать, и каждый должен нести ответственность. Другое дело, у нас должна быть внутренняя мораль и человеческая ответственность. Ведь мы не занимаемся большой политикой Украины. А мы занимаемся, мы говорим сегодня, мы несем ответственность за будущее всего народа. Вот, Зарима Ханум, те делегаты, о которых вы говорите, вот той части, да, насколько она преобладающая, на ваш взгляд, в Курултае, и в чем вот проявляется их такая застойность? Что они не делают, а должны были бы делать? Они абсолютно пассивны, инертны. Понимаете? Даже в принятии решений. Последняя сессия Курултая, у нас были такие вопросы, и вы были в зале, вы согласитесь, думаю, со мной, что на которые мы пытались принять решение, голосовали по 2-3 раза. Есть люди, которые так и не поняли, за что голосовали. И были моменты, которые, в общем-то, большая часть не поняла. Все-таки, какое же мы решение приняли? Такой работы не должна быть. То есть вы все-таки призываете мы не должны к тому, терять что время. Делегат должен быть активнее всех остальных, скажем так. Делегат Курултая? Однозначно он должен быть активным, он должен нести ответственность за свои действия. Однозначно должен быть активным. Весь Курултай. Да, вы позволите? Да, конечно. Я хочу согласиться с Заримом Ханум. Хочу сказать, у нас... Вы тоже были на последней сессии. Да. Ну, я был в качестве гостя, смотрел, слушал внимательно. Что я обратил внимание на что? Действительно, кто-то уходит, кто-то заходит, кто-то занимается своим, кто-то говорит по телефону. Это делегаты Курултая. У нас 300 тысяч населения, 250 делегатов Курултая. Это 1 на 1000. Вот, честно говоря, я считаю, что это очень много. Я бы, например, сделал бы такое предложение. 60, 70, максимум 80 человек для Курултая, для делегатов Курултая, этого будет достаточно. Но это будут уже те люди, ведь это же еще более сито, да, элект, будем говорить, пройти. Ведь это же сейчас вот выборы, люди будут выбирать. Это уже втройне будет сложнее стать делегатом Курултая. И значит, туда кто пойдет? Туда пойдет наиболее настойчивый, наиболее грамотный, наиболее уважаемый среди народа люди. Второй вопрос я хочу сказать. Если относительно, сразу же буду говорить, если уменьшить количество делегатов и количество меджлис. У нас 33 члена меджлиса. Нариман Бей, вот вы делали такой опрос или нет? Просто так, вот назовите вот у людей, у студентов, у молодежи, просто у наших соотечественников поименно всех 33 члена меджлиса смогут ли перечислить? Всех? Не смогут. Вы ответили, действительно, я тоже подумал, да, по не разным смогут. Причинам, но да, не смогут. По разным причинам. Кто-то не интересуется, а кто-то, да, он в политике, ему он интересуется, но он не знает об этом. Такое тоже у нас есть, к сожалению. И, наверное, а почему? Опять-таки есть принцип. Есть более активные, более действенные, а есть более пассивные, которым за честь быть членом меджлиса. И все. За честь быть членом Курултая. Тимур Бей, встречный вопрос.
активные люди, грамотные, образованные и так далее, если они не члены Меджлиса и нечем заняться, получается? То есть такие люди обязательно должны быть членами Меджлиса? Вот вы говорите, люди, которые достойны того, чтобы быть избранными в наш главный орган в Курултай, а соответственно потом в Меджлис, если они туда не попали, неужели им не находится место, пространство, чтобы проявлять свою активность? Нет, я категорически так не говорю. Для этого есть различные другие институты. Есть общественные организации, да, и просто будем говорить, чисто гражданский долг человека. Но я хочу что сказать, что активный человек, тот, который именно хочет заниматься проблемой народа, он не будет отвлекаться ни на что. Ведь давайте возьмем немножечко наших старшее поколение, тех участников национального движения 60-х годов, 70-х. Ведь даже давайте возьмем, что фактически же они жили очень даже скромно. Порой у них не было, не каждый день у них был кусок хлеба в доме, но они занимались проблемами народа. Они стремились вернуть народ в Крым. На сегодняшний день, к сожалению, у нас приоритеты меняются. Не секрет, что и в Меджлис, и в Курултай стремятся люди для, будем говорить, своего какого-то благополучия. А какой, Тимур ага? Вот что, будучи в Меджлисе и в Курултае, человек может приобрести для себя? Во-первых, положение. Возьмем так. Статус, да? Статус, конечно. Да. Даже в театре там выделяется ряд. Уже человек, вот я могу прийти попозже, а место мое будет. Например. Если вы купите билет, место все равно за вами будет. Да. Это, хочу, вы знаете, Нариман Бей, в этом вопросе указывать на любого человека или говорить, он всегда может оппонировать и сказать: нет, дорогой мой, я не для этого, и он принесет мне вот такую стопочку своих, допустим, достижений и скажет: я здесь ради народа. Но я хочу еще сказать такой момент. Вот у нас члены Меджлиса, да, они избираются, они работают. Я, например, открываю прессу, я бы хотел, честно говоря, прочитать. Например, там, Шамиль Военный или Тимур Челебиев, там, члены Меджлиса. Я за этот квартал сделал то-то, то-то, то-то. По наказам того-то, того-то, того-то. Я был бы, конечно, очень рад. К сожалению, этого нету. Еще один момент я хочу сказать, уж коли идет критика, вопрос о критике, как критикуется Курултай. В принципе, ошибки есть у всех. Нету их только у того, кто не работает, ничем не занимается. В 2010 году на Курултае как раз был объявлен состав президента Совета представителей. Да, представителей при президенте. Я считаю, тогда Курултай совершил ошибку, когда, было принято решение, что члены Меджлиса не должны участвовать. 19 человек, совершенно разных людей в этом совете. Но дело в том, что с этого времени прошло 2,5 года. И на сегодняшний день у нас нет диалога с президентом напрямую. Ведь напрямую подойти и президенту задать вопрос, почему на следующий год рассматривается сумма в бюджете Украины для депортированных 10,9 миллиона гривен. Что это такое? Это 35-37 до 40 гривен на человека в год, если поделить на 300 тысяч нашего населения. Вы член этого совета? Секретарь. Секретарь. Да. А можно вопрос? А вот с 2010 года сколько раз собирались с президентом ваш состав? Наш состав, я вам хочу сказать, не наш состав, было инициировано собрать весь состав. На этот состав пришло изначально 11 человек из 19. 8 человек не было. После этого собиралось 4 или 5 раз только собирался этот совет, и даже был избран председатель, был избран секретарь. Если я не ошибаюсь, Лентун Безазеев, да, был избран председателем. Было по уставу, не по уставу, по положению в Совете представителей председатель, 2 заместителя, 1 секретарь и еще 2 человека в президиум. Тимур Бей, вы встречались с президентом? К сожалению, вот я хочу сказать, в сентябре месяце была назначена встреча. Мне позвонили, сказали, 22 сентября будет встреча 2010 года. Пожалуйста, будьте готовы прийти.
Хорошо. За 2 дня, до этой встречи, буквально через день мне звонят, говорят, встреча отменяется. После этого наша общественная организация «Намус», мы, наверное, писем 10 отправляли и в адрес президента, и в адрес представителя президента. Почему с вами не встретились? Так какой Почему же тогда вы являетесь представителями народа при президенте? А вот теперь... Во-первых, разрешите вопрос? Да. Как-то нелогично получается, если это совет представителей крымско-татарского народа. Почему он назначается президентом? Не, ну это он прерогатива президента. Да, я так, насколько понимаю, президент сам себе выбирает советников. Да, Ничего подобного. Они изначально предлагаются народом, а из них уже, наверное, и выбирается... это же формируется не аппарат президента. Ну, Зарима Ханам, я не президент, поэтому я не могу досконально ответить. Почему об этом говорилось и на Курултае, поэтому было принято решение, и я считаю, что мы, в общем-то, и в этой ситуации, и в любой ситуации должны считаться с Курултаем, с его решениями, и, может быть, где-то они не совсем правильные для кого-то правильный, но Курултай принял решение. И мы, как Шамиля, вы хотели по этому вопросу добавить, прошу? Да не добавить, я, наверное, ответить хотел. Но башта, вот все объемлющие вот ответы я хочу сказать вам всем, в чем он заключается. Догмолмаса сохмолама зель bizim халта. Потом в кране нет воды, виноваты жиды. К сожалению, теперь что-то не получается ни у кого-то. Кто виноват? Меджлис. И это умело передали всем жителям Крыма. Вот когда я им отвечаю, а воды нет, вот сегодня Меджлис виноват, они в шоке. Теперь, мое мнение личное, что вот такой совет создан, чтобы раздор внести. И вас, я жестко скажу, поимели. Просто поимели. Я смотрел видеозапись, какие вопросы вы там поднимали, мне стыдно было. Я такого позора не ожидал. Я обескуражен был просто. И я скажу, если что-то вольготно нам дают, порой так бывает, это во вред нам. Дали нам 1967 года указ. Над нами издевались как могли. Кто приезжает по вербовке, его как-то встречают. Брат приезжает за свои деньги, его не прописывают годами, измываются. Вот там хорошие сделали. Дали разрешение в 1987 году. Опять коварно поступили. За землю мы должны делать так называемые самозахваты. Дали вам встречу с президентом. И что это? Что это? Я внимательно читаю, особенно наших деятелей, которые издаются в брошюрах. Вот почитайте на 5-м Хрултае 3-й сессии. Как все это происходило, какая кухня была, Джамилеву почитать, как он с Азаром говорил, какие переписки. И просто там надо было видеть, что в нас хотели раздор внести, в нас хотели поиметь, что они сделали. Когда мы говорим о каком-то реабилитационном указе или там о депортивных, там тоже, я уверен, демократичного, как они говорят, или справедливого мало будет. Потому что испокон веков нас имеют. Над нами коварно издеваются. Шамиль, минутку, я не досказал. Сейчас я Вы докончу. говорите, нас имеют. Подождите. Или хотят иметь. Сейчас я доскажу. А почему бы нам, вот этим разным людям, совершенно с разной политической направленностью, но у которых у каждого в голове сидит крымско-татарский народ, почему бы не прийти в одно место, не сесть и не дать им, как вы говорите, иметь нас? Сейчас я вам скажу, почему. Вот когда хотят иметь, я должен Тимура Чалейбиева выше ставить. Вы меня. Потому что мира сильного сего, да, они всегда хотят курировать нас. Вот этого надо опасаться. Мы должны идентичность сохранять. Мы от прадедов оставшие какой-то милаемлик калдырмак кереки. Алчагонлuk bir-birimizge. Çıbırıp gitmeyek bizim bir parmakla abi yaptılar da var ayak. Öyle olmayacak. Biz ondan yüksek olacağımız. Men nahada bakam, da 87 seneden bir komisya tüzüldü mü? Aramlı handa bak. Daguciyev'ten başlap. Saxton öleşiden. Abi parmakla çağırlar mı? Varmanız anda. Men size yakındırım. Siz de bana yakınsınız. Meni terk edip o hükümet başı olup anda çıbırıp varmayıq. Biz başta özümüz anlaşayıq. Anlaşmadığımız mı? İşte varmayıq anda. Ama anda varıp dava etmek. Ular ne yapacaktı? Meclisten varacaktı. Siz anda dava çıkacaktı.
Meclissizdə də oldu ben gördüm onu. Anda meclis azaları varsa dan ziyade bizim maskara olacaktı. Onun için bir laf Tatar'da var. Ben gene nenem başladım. Onun da söndürecek olam. Doğma olmasa sokma olamaz. Hani çokça delegatlarda öyle sokma oldu. O kadar cemaat teşkilatçılar. Misal ben tek marifeyi koyayım. Ben cemaat teşkilatı istediğini yaptırıyor. Ya başkalarına bakın. Ukrayna'da han oldu demokratik şey. Ana cemaat gidecek, spesik olacak. Sokullar kurultayçı. Sen adını koydun. Sen bir yapılmayan işler var. Sen o kurultayda onu köterdin mi? Отдельное мнение deyip çıktın mı bir matbuatta? Yok öyle öyle şey. Ama habara. Kirli kurultaya. Шамиль ага, вопрос как бы организации, давайте мы как бы отложим, это нужно отдельную можно тему посвящать активности. Тимур Бей, вот вы говорите, что нужно всех собрать в одну какую-то площадку. Вы можете назвать это место? Да. Какое? Совет старейшин Намус. А почему в этой площадке не может выступать сам Курултай? Курултай. Ну, к сожалению, я еще раз говорю, есть политические силы, есть люди, которые, как только сейчас сказал Шамиль Бей, считают, что это будет ниже достоинства, что ли. Или, я не знаю, должно быть... ниже достоинства войти в да. национальный парламент? Я не знаю, как это объяснить, но есть, к сожалению... Ну вот вы лично и ваша организация, в частности, где, я знаю, есть уважаемые люди, которые отдали много сил национальному движению, готовы призвать сегодня всех не собираться где-то в кафе, в баре на стороне, а у нас предстоят выборы делегатов Курултая, где-то в начале следующего года, весной следующего года. Принять участие всем, кто считает, что он способен, достоин решать вопросы своего народа, избираться в Курултай и там внутри решать все разногласия или, наоборот, достигать консолидированных решений и так далее. Вы знаете, я всегда выступал и говорил, что если с кем-то, с какой-то там бороться структурой, то надо быть внутри этой структуры. Это гораздо удобнее, когда находишься внутри, а не снаружи. Да, я тоже считал, что надо участвовать в выборах, но, к сожалению, вот сегодня Изарема Ханум сказала, что нет положения, даже положение о выборах еще не утверждено, оно еще... Оно уже в окончательной стадии. О выборах мы не говорили, да, положение о Курултае. О выборах Курултая. О выборах тоже еще не утверждено. Поэтому вот это сама процедура. Я, например, на Курултае услышал такую фразу, что принимается положение, значит, общественные организации выдвигают своего, допустим, кандидата в члена Курултая, а отозвать его назад эта организация не может. Это прерогатива Курултая. Почему? Вот здесь есть это технические такие моменты, которые можно обсуждать. Поэтому, именно поэтому, когда возникают вот такие вот вопросы, то не все готовы идти на Меня все-таки вот насторожила одна ваша фраза. Если вы хотите бороться с какой-то структурой, нужно делать это изнутри. У нас есть в национальном движении группы, которые хотят бороться с Курултаем, на ваш взгляд? Нет. Вы знаете, я, наверное, оговорился, я не это хотел сказать. Я хотел сказать, что я хочу сказать. Вот ведет, допустим, какая-то организация, в ней есть какое-то руководство, которое не туда ведет, как им кажется. Так вот, с этим руководством нужно лучше бороться, находясь внутри, а не снаружи. Я это хотел сказать. Именно с этой позиции. А что бороться с Курултаем, нет, я согласен с Шамиль Беем, что этот институт нам нужен. Представительный орган народа. Я с вами тоже согласен. Я не буду говорить... Что вовнутрь надо залазить. Национальное движение, когда у нас началось, вы знаете, кто во главе стали? Коммунисты, фронтовики, участники всех событий довоенного периода. Это bir tılsımıydı bizim halkın hareketinde. Вот Амза olsun, Bekir Ağa olsun, Джепар Ағалар olsun. Ну, тактика такая была. Эта тактика самосохранения и выживания. Правильность была. Когда я сравниваю в Янгюле турков, месхетинцев, и они неактивны были, как мы поражали всех. Да что говорить, в 1975 году евреи поразились. Когда мы, обреченные, были в Москве, 200 человек арестовали, и евреи нас защищали, дома предоставляли. Но я с вами совершенно не согласен. Почему НАМУС лучше нашей организации общественной? Из-за названия, что ли? Нет.
Почему? Шамиль-бей, предлагайте, Стойте, не вот вопрос. я вам предлагаю баллотироваться в Меджлис, в Курултае участвовать. Лучшего я не вижу. Плохой он. Я буду согласен с вами. Участвуйте. Но расплодили столько общественных организаций. До этого у нас, когда национальное движение было в пике, общественных организаций не было. Почему их расплодили? Шамиль-бей, я на ваш Шамиль-бей, вопрос вы могу опять ответить. утягиваете. Да. Давайте не будем уходить все-таки в организации. Опять-таки, это целую можно посвятить передачу, как-нибудь я это сделаю. Асанбей, скажите все-таки, я так и не определился. Нынешний Курултай, ну, я имею в виду с вашими мнениями, нынешний Курултай справляется с задачами, которые мы поставили? Представлять интересы, защищать интересы крымских татар? Мне кажется, нет. Те люди, которые уполномочены Курултаем, справляются в меру ситуации, но сами делегаты, наверное, половина из них даже отдаленного представления о поставленных Исходя задачах. из чего вы делаете такой вывод? Я тоже объясните. присутствовал на сессиях Курултаев, и я внимательно слежу за их ответной реакцией на любые события, которые происходят у нас в Крыму, и на те моменты, когда необходимо высказать свое мнение, изъявить свое... Вот вы считаете, что Курултай должен был поступить так, но не произошло этого? Ну, во-первых, делегаты, они должны быть активными за пределами вот этого пленарного собрания, которое их собирает. Это лишь формальная часть, самая формальная часть работы Курултая. А у нас они как бы присутствуют, но в то же время отсутствуют даже на этом заседании. И ни о какой другой работе в другое время, как правило, речи вообще не идет. То есть вы не Для них видите главное активность туда делегатов после сессии, до и после сессии, да, кроме вот этого пленарного заседания? Хорошо, в И принципе, зачастую понимание вообще своей миссии и цели народа. Отсутствие попыток как-то проанализировать нашу в принципе, знаете, ситуацию. я скажу, активно общаясь с членами Меджлисов, с делегатами Курултая, просто с экспертами, осознание вот этой проблемы существует. Что не все делегаты Курултая, к сожалению, активны, не все они осознают некоторые вещи. А вот как их побудить быть активными, это уже вопрос открытый, наверное. Можно я добавлю? Да. Извините, Асан. На мой взгляд, это прямо связано с самим народом. Понимаете, народ сегодня это устраивает. Да, очень все инфантильно, действительно так. Часть работает, часть не работает, часть не осознает, зачем она находится на Курултае и чем делегат Курултая должен заниматься. Но кто выбирал делегата Курултая? Народ. Делегат Курултая доносит чаяния того региона, откуда он избран. Решение принимает Курултай по готовым программам, по готовым вопросам. И это опять возвращается к народу, и это должно твориться уже дальше, доводиться до ума там. Понимаете? И сегодня, видимо, народ это устраивает. Народ сегодня, к сожалению, пока еще живет по принципу, знаете, как «коктеннея ганда яркабул этмеген». То есть, Зарема Ханум, вы, конечно, вину такую все-таки перекладываете. На народ я не перекладываю. Вы сторонник вот известной украинского, да, политика фразы, что мы достойны той власти, которую сами себе выбрали. В какой-то степени я с этим согласна. Вы знаете, мы сами должны сегодня совершенно другое время. Сегодня другое время. Ведь посмотрите, Шамиль Ага говорит про 60-е, 70-е годы. В то время, да, в отсутствии тех возможностей передачи информации, в то время застоя, в те сложные времена, насколько мобильны были наши участники национального движения, сколько дел они успевали переделать. Они преодолевали такие расстояния, не имея технических возможностей. И все это в тех условиях той власти. Сегодня у нас есть все для работы. А сегодня мы как-то вот это все тянем и тянем кота за хвост. Опять-таки положение мы принимаем по 5 лет. Мы должны были принять положение о выборах Курултай и о самом Центральной избирательной комиссии до 20 августа. Сегодня, Аллах шкур, 13 декабря. Оно уже готово давно, но почему-то не принято. Понимаете? Но у нас есть другая проблема большая. У нас есть другая проблема большая, связанная с Курултаем. И скоро наш народ не будет устраивать вот это вот инертное такое состояние. Скоро. Ну, потому что к этому идет жизнь, это требует жизнь. И, в принципе, я думаю, любой человек из нашего национального гражданского общества задумывается, что ждет его детей и его внуков. Мы же сегодня не говорим о завтрашнем дне. Мы говорим, смотрим вперед на 5, на 10 лет, на дальше. А что будет дальше?
Согласен. И все об этом думают. Можно я добавлю? Да. У нас есть очень большая в Курултае проблема. Сегодня, да, сегодня с нами, хорошо или плохо, с нами считается власть, мы должны с этим согласиться. Никуда она от этого деться не может. Самое главное, с нами считается мировое сообщество, однозначно. Но благодаря кому, чему, не нам с вами. У нас есть единственный человек, у нас есть лидер, общемировой признанный, известный диссидент, известный правозащитник Мустафа Ага Джемилев, и только благодаря ему с нами считаются. И, к сожалению, это так. К сожалению, у нас нету плеяды политиков, которая должна была бы конструктивно работать, может быть, конкурировать между собой, но не так крича. Ну нельзя же Зарема Ханум говорить, что Мустафа Ага везде успевает, везде все решает. Все-таки решения принимаются, какие-то подвижки Нет, есть на месте и так далее. Конечно, но с нами считаются. Я нисколько не хочу умалять авторитет Мустафа Ага, но... Нет, я ни в коем мере не сказала, что Мустафа Ага успевает у нас на все стулья сесть. Нет, но с нами считаются и нас принимают. Хорошо, это ваша точка зрения. Благодаря Мустафа Ага. Уважаемые гости, у нас программа подходит к концу, мы должны подвести итог нашего интерактивного опроса. Мы задавали, уважаемые зрители, вам вопрос, считаете ли вы, что современный Курултай представляет и защищает или отстаивает интересы крымско-татарского народа. Результаты у нас следующие. 615 наших телезрителей считают, что отстаивает Курултай их интересы. А 561 телезритель считает, что не отстаивает. То есть соотношение достаточно интересное. Отрыв, я бы не сказал, что очень большой. То есть есть и те, которые твердо уверены, что Курултай справляется с поставленными задачами, но есть и много или сомневающихся, или которые категорично не согласны. Мы, к сожалению, не можем так градировать, ответить. Уважаемые гости, у вас буквально несколько секунд подвести итог или прокомментировать опрос. Буквально по фразе. Прошу, Зарема Ханум. Я бы хотела воспользоваться этим моментом и обратиться к своим соотечественникам. Сайгылы джемат, урметли ватандашларым, севімлі миллетім. Мен рича етем сізге, çok isterdim. Siz bizim özümüzün hayatımızda da faal olğanızın. Gelecek bardı 2013 senesi biz yanı Kurultayga seçim yapacağımız. Faal olunuz. Belki öz namzetleriniz göstermeyi isteseniz çalışmağa. Сағылыңыз, Зарема Ханум. Я думаю, понятно, Асан, прошу. Очень коротко. Сайгылы кардашларым, эрши сіздің қоларыңызда іште бір şeyler бегенмесеңіз, оны чезме чареңіз бар. Сайлаулар да olacak. Ondan gayrı, Kurultaydan gayrı bizim vaziyetімізге de bir çarelerini tapmak mümkün. Bu imkanlarını üşkütmeniz, faal olunuz. Sağ olunuz. Сағылыңыз. Тимур Бей, прошу вас. Буквально несколько слов. Я хочу сказать одно. То, чего нам на сегодняшний день очень не хватает, это единство. Нам надо забыть все обиды. Нам надо отбросить все амбиции. Наш народ находится в катастрофической ситуации. И язык, и, будем говорить, генофонд. Очень много проблем. И поэтому это можно, я считаю, только единением. Очень коротко, я вынесу Зарему Ханум. Я вообще противник хваления одного человека. Это маудзедулщину надо прекратить. Работать надо всем делегатам. Вот и все. Работайте. Согласен. Уважаемые телезрители, у нас много различных мнений, но у нас есть уникальный институт, где можно эти мнения привести к общему знаменателю. Это наш Курултай. С вами был Нариман Джилял. До встречи на новом перекрестке.